Песней прибоя на свет пробудит, сердце как друга море не встречает, сердце как песня летит из груди. В Чеченской Республике сегодня только люди старшего поколения знают о том, что народный артист СССР Азербайджана и заслуженный артист ЧССР Муслим Магомаев был чеченцем. Дед легендарного певца Абдул-Муслим Магомаев умер в 1937 году. Советский композитор, дирижер, один из создателей Азербайджанского музыкального театра и заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, родился в селении Старые Таги Грозненского района в чеченской семье. Отец Муслима Магомаева, Магомед, в конце 30-х годов прошлого века работал художником Грозненского драматического театра. В 1940 году, когда при ГИТИСе создавалась чеченская студия, он был зачислен туда одним из первых. Магомед Магомаев, ушедший на фронт добровольцем, погиб в 1945 году в Польше, по другим данным, в Германии. Муслима Магомаева воспитывала бабушка, и его детство прошло в городе Баку. Сам Муслим Магомаев всегда считал себя азербайджанцем, а про гражданскую принадлежность говорил: «Азербайджан – мой отец, Россия – моя мать». Мама Муслима, лишившись мужа, выбрала театральную карьеру, уехав в Вышний Волочок, а сына оставила на воспитание дяди. Муслим учился в музыкальной школе при Бакинской консерватории по классу фортепиано и композиции. Талантливого ученика приметил профессор Бакинской консерватории виолончелист Аншелевич, который стал давать ему уроки. Аншелевич не ставил голос, а показывал, как его филировать. Опыт, приобретенный на занятиях с профессором-виолончелистом, потом пришелся кстати, когда Магомаев начал работать над партией Фигаро в Севильском цирюльнике. Так как в школе не было вокального отделения, Муслим перешел в Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналы, где учился у преподавателя Александра Милованова и его многолетнего концертмейстера Тамары Кретинген. Затем окончил Азербайджанскую консерваторию по классу пения Шавкет Мамедовой. Первое его выступление состоялось в Баку, в Доме культуры бакинских моряков, куда 15-летний Муслим Магомаев пошел втайне от семьи. В семье были против раннего выступления Муслима из-за риска потерять голос. Однако сам Муслим решил, что его голос уже сформировался, и потеря голоса ему не грозит. Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлевском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства в 1962 году. Первый сольный концерт Муслима Магомаева состоялся 10 ноября 1963 года в концертном зале имени Чайковского. В этом же году Магомаев становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова, продолжает выступать на концертной эстраде. В 1964-65 годах он стажировался в Миланском театре Ла Скала. В 1960-е годы выступает в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях «Тоска» и «Севильский цирюльник». Предложение перейти в труппу Большого театра не принял, не желая ограничивать себя рамками оперных спектаклей. В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Муслима Магомаева в знаменитом театре «Олимпия» в Париже. Директор «Олимпии» Бруно Кокатрис предложил Магомаеву контракт на год, обещая сделать из него звезду международного масштаба. Певец всерьез рассматривал такую возможность, но отказало Министерство культуры СССР, мотивировав это тем, что Магомаев должен выступать на правительственных концертах. В конце 60-х, узнав, что Ростовская филармония испытывала финансовые трудности и у ансамбля донских казаков не было приличных костюмов для намечавшихся гастролей в Москве, Магомаев согласился помочь, выступив на переполненном местном стадионе, вмещавшем 40-50 тысяч человек. Планировалось, что Магомаев выступит только в одном отделении, однако он провел на сцене более 2 часов. За это выступление ему заплатили 606 рублей вместо 202, которые тогда были положены по закону за выступление в одном отделении. Администраторы заверили его, что такая ставка вполне законна и одобрена Министерством культуры. Однако это оказалось не так.
Выступление в Ростове-на-Дону стало поводом для возбуждения уголовного дела по линии ОБХСС. Когда об этом сообщили выступавшему в Парижской Олимпии Магомаеву, то эмигрантские круги предложили ему остаться, однако Магомаев предпочел вернуться в СССР, так как не представлял себе жизни вдали от родины и понимал, что эмиграция может поставить в тяжелое положение его родственников в СССР. Хотя разбирательство и не выявило никакой вины Магомаева, который расписался за полученные деньги в официальной ведомости, тем не менее Министерство культуры СССР запретило Магомаеву выступать с гастролями за пределами Азербайджана. Использовав свободное время, Магомаев сдал все экзамены и закончил Бакинскую консерваторию. Опала Магомаева закончилась после того, как председатель КГБ СССР Андропов лично позвонил Екатерине Фурцевой и потребовал обеспечить выступление Магомаева на концерте по случаю юбилея КГБ, заявив, что по линии КГБ у Магомаева все чисто. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает первую премию, а в Каннах – золотую пластинку. В 1973 году в возрасте 31 года ему было присвоено звание народного артиста СССР, последовавшее за званием народного артиста Азербайджанской ССР. С 1975 по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым много гастролировал по СССР. В 1960-е и 70-е популярность Магомаева в СССР была безграничной. Многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. По сей день он остается кумиром для многих поколений людей на постсоветском пространстве. В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений, русские романсы, эстрадные неаполитанские песни. Он снялся в фильмах «Низами», «Поет Муслим Магомаев» и «Москва в нотах». Муслим Магомаев – автор более 20 песен, музыки к фильмам и театральным спектаклям. Он также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве звезд мировой, оперной и эстрадной сцены. Последние годы жизни Муслим Магомаев прожил в Москве, отказываясь от концертных выступлений. Занимался живописью, вел переписку со своими поклонниками через свой персональный веб-сайт в интернете. По поводу прекращения выступления Муслим Магомаев говорил: «Каждому голосу, каждому таланту Бог определил определенное время, и перешагивать его не нужно». Хотя с голосом проблем не было никогда. Несмотря на благожелательное отношение советских лидеров, Магомаев никогда не состоял ни в ЛКСМ, ни в КПСС и сторонился политики. Одной из последних песен Муслима Магомаева стала песня «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, записанная в марте 2007 года. Муслим Магомаев умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. В нашей республике к Муслиму Магометовичу было особое отношение. Звание заслуженного артиста ЧССР ему было присвоено еще в 70-е годы, и сегодня народ Чеченской Республики скорбит с родными и близкими певца, со всеми почитателями его таланта. Сказано в обращении президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова в связи с кончиной Муслима Магомаева.